Так, дорогие друзья, я вчера, когда прошел, собственно, второй день семинара, в корне решил свое выступление переделать. Почему? Потому что вот мы разговаривали вот с Ириной, как раз так, с журналистом, и я видел просто, что за эти дни было очень много теоретического материала. Все дело в том, что на сегодняшний день в образовании происходят настолько тотальные, мощные изменения, и разобраться во всей этой терминологии, особенно людям, которые постоянно этим не занимаются, становится все труднее и труднее. Я могу вам сказать с полной уверенностью, что, ну, допустим, я сам в этих процессах образовательных, ну, понимаю, наверное, 50%, так, из того, что происходит. А если, допустим, учесть вот эти вот всю терминологию, все эти новые какие-то вещи, которые появляются, ну, часто тоже нужно большое время, чтобы с этим разобраться. Это при условии, что я постоянно работаю в образовании, постоянно мониторю все эти документы и так далее. И так далее. Поэтому становится очень важно каким-то образом вот все вот эти вот вещи, которые мы изучаем, особенно членам общественного совета и так далее, их ну, каким-то образом упорядочить и преподнести более какими-то простыми вещами, понятными абсолютно с учетом того ограниченного времени, которое есть у каждого из нас. И вот поэтому я решил выбросить из своей презентации любую теорию, какая она может быть, и рассмотреть только практические вещи. И вот посмотреть в первую очередь на то, чем наш проект может быть полезен вот, для членов общественного совета, для журналистов, чтобы как бы вот ваша работа облегчилась, чтобы нам был какой-то ясный смысл этой работе был придан, и чтобы времени много не тратить, допустим, на поиск каких-то материалов и так далее. Ну вот, кстати говоря, если в целом говорить, у меня тема заявленная достаточно, видите, такая как бы накрученная, об общественном мониторинге. Я думаю, если говорить в целом о структуре мониторинга, об этом очень много мы говорили. Прекрасная была таблица, по-моему, в вашем докладе, вот у Алмаза Таджибая, по-моему, последняя табличка, где там... Последняя, да, много... Да, там, собственно, все было хорошо очень преподнесено, сказано. Но я могу остановиться только, пожалуй, на цели любой общественной как бы экспертизы хода реформы образования, так? И в том числе общественного мониторинга. Значит, цели, вот понятно, здесь они перечислены. Значит, соответственно, если говорить о задачах, ну вот можно их коротко вот, тоже вот таким вот образом обрисовать, даже я это не хочу зачитывать, собственно говоря, это все совершенно ясно. Вот. И дальше стоит вопрос, что мониторить. Вот я попытался здесь составить перечень вопросов, понятно, что времени было не очень много, но обрисовать вот такой, сделать как бы стандартный мониторинг, вот когда вот вы в образовании оцениваете какую-то образовательную деятельность. Вот что же мониторить? Значит, ну давайте посмотрим по стандартным вопросам, вот тут что нужно как бы обязательно изучать, смотреть и так далее. Значит, уровень доступности образования, численность населения, получающего образование. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса. Кадровое обеспечение образовательных организаций в части реализации образовательных программ. Материально-техническое и информационное обеспечение. Условия получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. Да, об этом очень много говорили, это сейчас очень актуально. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в образовательных организациях. Состояние здоровья обучающихся, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, учебные и внеучебные достижения учеников, в том числе профессиональные достижения, структура организации образовательной, научная и творческая деятельность организации, например, ну, не обязательно высшего образования. Вот. И теперь давайте посмотрим, что же вот наш проект может конкретно, чем может помочь в своей деятельности. Мы только начинаем свою деятельность. И вот давайте глянем, что мы, собственно говоря, мы можем, допустим, сделать. Ну вот, прежде всего, я думаю, что должен быть разработан какой-то вот глоссарий тех терминов, которые мы используем. Простым языком. Без каких-то там как бы вот выбросить все лишнее. Ну, может быть, я вот просто взял 3, допустим, термина. Вот компетенция, мы о ней много говорили. Учебный план, что это такое? Болонский процесс, допустим, так?
Можно дальше уже, в зависимости от того, если, скажем, понадобится, можно дальше расширить этот процесс. Мы можем выпустить какой-то такой словарь специальный и разместить его на сайте, допустим, о котором я сейчас тоже скажу. Ну вот, глоссарий такой вот, он как бы совершенно необходим. Пояснения, может быть, какие-то вот тех вот процессов, которые мы рассматриваем. Далее. Значит, текущие задачи должны быть представлены совету. Ну, я просто вот из головы сейчас взял там несколько пунктов. Экспертиза, конечно, не проводится, но привлечение экспертов, допустим, для какой-то деятельности. Значит, это тоже должно быть четко вот как бы записано нам всем вместе, чтобы мы как бы так вот это расписали. Тоже становится ясно, собственно говоря, что делать. Дальше. Вот этот сайт нашего проекта, который вот называется monitoring.edu.kg, так, значит, он сейчас уже вот-вот появится. И вот там эти разделы, если как бы вот вам это нужно, то значит они там обязательно появятся. Все вот эти вот и глоссарий, и словарь, и какие-то процессы, которые идут, краткое объяснение и так далее, и так далее. Вот, на этом сайте все это будет размещено в самое ближайшее время. Затем, семинары, тренинги, разъяснения, которые мы можем проводить, они могут быть для членов совета, они могут быть для журналистов. Вот Ира как раз ставила этот вопрос, чтобы это тоже было разъяснение. Для образовательного сообщества, может быть, даже в каких-то вопросах отдельных для Министерства образования и науки, с учетом того, что у проекта есть возможность привлекать международных экспертов. Вот, и, может быть, какие-то вопросы, которые по вашему заданию будут, например, поставлены, вполне в состоянии, допустим, наш проект решать, для того, чтобы вот, как бы, вот эти вот вещи проводить. Теперь дальше. Значит, а кто делать должен? Вы думаете, мы с вами? Конечно, конечно, мы в состоянии будем это все сделать. Если у нас будет конкретная просьба со стороны общественного совета. То есть вы предлагаете, что они нам, сейчас я просто что они нам пишут как бы письмо? Естественно, да? Ну или там как-то просто говорят, запрос, как бы, да, и мы тогда как-то его это то, что, да, это то, что мы вполне в состоянии сделать. На нашем сайте, в частности. Да, не, мы в у нас эти все разделы предусмотрены. Я согласен. Просто я тренинги думаю, как... Да. Теперь дальше, смотрите, значит, поиск документов по образованию. Вот это очень хорошо реализовано, например, на сайте Министерства образования Минобрнауки российской. Так? То есть это определенный алгоритм, который в поисковик вставляется. И, допустим, документ, который вы ищете, вы можете сразу, например, там рассматриваете там, положение о дистанционном обучении и так далее. И тут же поиск ведется только среди, например, сайтов, образовательных сайтов государств, которые вас интересуют. Да? Ну, допустим, мы говорили Россия, Казахстан, допустим, там европейские какие-то государства, Китай, может быть, и так далее. И выйдут только те документы, которые вот, нужны, а не тот перечень, который нам обыкновенный поисковик выдает. Значит, такой мы механизм тоже можем спокойно поставить, и поиск сразу упростится по этим вещам, которые вы ищете. Дальше. Значит, модели для анализа. Но вот здесь я бы хотел тоже показать, ну, как бы, вы понимаете, вот мы очень много это обсуждали здесь. Нужно ли, допустим, просто взять за основу какие-то уже готовые образовательные системы каких-то государств, или их видоизменить, или что-то еще добавить, там, и так далее, и так далее. Ну, конечно, надо все это, естественно, адаптировать, но никогда нельзя забывать, что вот это, конечно, опыт, я думаю, у каждого уже есть, и мой опыт об этом говорит, что когда очень много мнений, слишком много, это скорее вред, чем польза. И если говорить о кибернетике, я вот насколько знаю, что если слишком много, допустим, информации закладывается в машину, то, как правило, она выходит из строя. То есть недостаток информации ее не выбивает, а избыток выбивает. Поэтому, конечно, самое главное здесь, чтобы выбрать все-таки какое-то одно направление и по нему двигаться. В этом отношении я хочу вам сказать, что был очень смешной такой пример у меня. В МГИМО проводил заседание как раз по переходу на болонскую схему Таркунов, ректор института. И вот, когда, значит, там поднялся один из педагогов, значит, членов ученого совета, и начал говорить, что вот это вот нам не подходит, вот давайте мы это творчески преобразуем, переварим эту информацию, посмотрим, что здесь надо что очень сильно изменить. И Туркунов тогда смешной очень пример рассказал. Он говорит, я недавно прочитал книгу одну, Верни, такой европейский был композитор, по-моему, 17 или 18 века. И вот он поехал, он был, значит, последователь итальянской оперы. И он поехал куда-то там в какое-то европейское государство, где ему представили тоже свою музыку и сказали, что вот это вот новая вещь, мы тоже все продумали, переварили там, и так далее. И он послушал, а потом в письме написал в свое государство, написал такое письмо, значит, стихотворение. И всякий звук, сквозь них прошедший, недолго остается им. Ведь переваренную пищу зовем мы именем другим.
Ну вот такую, значит, вещь привел этот Торкунов по поводу наших всех этих изысков, да, которые мы там пытались сделать. Вот, естественно, все это, дискуссии не закончились на этом, да, потом все это продолжалось, но тем не менее, вот мысль такая есть. Поэтому если преобразовывать, ну да, надо преобразовать, но тогда уже это направление должно быть выбрано окончательно и по нему идти. То есть, вот хорошо было сказано, когда первый у меня доклад был, что может быть главное, ну как бы вот на сегодняшний день, при всех недостатках, может быть, главное качество Путина, допустим, то, что он все-таки последовательно идет. Вот выбрал направление и идет. Мы знаем, что уже куча всего там наворочено на этом пути, да? Но движение все-таки вот есть. Вот воля, мы говорили, да, какая-то. Поэтому здесь, наверное, тоже вот выберите какое-то свое направление, и дальше нужно как бы по нему уже стабильно, четко идти. А для этого, естественно, как-то вот нужна какая-то общая база теоретическая и всякое прочее, там, которую вот нужно будет действительно подумать, сформировать. И поэтому я здесь поставил вам те модели российские, которые мне близки. Вот, но это совершенно не означает, что мы только на них остановимся. Да? Мы повесим кучу вот тех материалов, которые, допустим, нужны, чтобы только, ну, допустим, там, в пределах разумного, да, те государства, которые вот, могут быть, допустим, в качестве моделей использованы. Потому что даже при анализе, вот, например, какого-нибудь учебного плана, ну, сказать сразу, хороший этот план или нельзя, пока ты его с чем-то не сравнишь. И вот когда ты начинаешь сравнивать, тогда ты понимаешь, что вот этот пункт почему-то отсюда ушел. И сразу вопрос, а почему он ушел? А вот это вот, значит, там есть, а вот этот пункт хороший, лучше, чем вот здесь. И вот сразу же возникает вот эта вещь. То есть должны быть какие-то, что с чем сравнивать. То есть велосипед изобретать, конечно, не нужно, да? Можно это все посмотреть. Ну, какие вот вещи, например, я рекомендую. Вот, допустим, есть Общественный совет при Миноборнауки России. Так, это сайт отдельный, значит, ссылки я все эти, как бы, в презентации есть. Вот, допустим, здесь все четко уже тоже расписано, как они, например, работают, так, какая там система. Значит, поэтому я думаю, что-то может быть полезно из этого уже как бы ресурса, где там все это есть. А это такой же, как наш совет? Похож? Да, ну естественно. Естественно. Вы говорите, что он похож, такой же да? совет. Такой же совет, только при Миноборнауке. Много там народу? Там, значит, там... Мы же заинтересовались сразу. Значит, я вам сказать не могу, сколько там. Там, по-моему, два сопредседателя. Один из них Жарес Алферов, Нобелевский лауреат. Ну, классно. Жарес Алферов. Да, мы знаем. Да, вот, потом, значит, и сколько там, ну, не буду врать, зайдете, посмотрите, да, там как бы все это есть. Там есть и план заседаний, и материалы, которые рассматривались, и так далее. Поэтому я думаю, это хороший подспорье. Это вы оставили на презентации у нас, или это отдельно? Да, это на презентации. Все мы сейчас можем вся конечно, я показываю все по презентации. Спасибо. Дальше двигаемся. Проект «Открытое министерство». Ну, у нас, я сегодня этим закончу свой разговором об электронном правительстве. Значит, вот этот проект «Открытое министерство», тут тоже очень много есть вещей, которые, вот видите, открытые данные, планы деятельности, эффективный контракт. То есть то, что связано фактически с деятельностью, вот, которую мы сегодня рассматриваем в общественном совете здесь. Так? Есть перечень, раздел «Документы», где можно любой документ, прям по простейшему поиску, тут же найти, который как бы нужен. Тоже вполне может быть полезен в каких-то отдельных случаях. Ну, я даже здесь, по-моему, открыл, вот я сейчас посмотрю, если он у меня здесь есть, вот, например, Министерство образования и науки. Прямо я в интернет сейчас покажу. Вот, ну вот видите здесь вот мы можем открыть деятельность, почитать. Допустим, раздел пресс-центр, это все материалы, которые в газетах, например, появляются, которые обсуждались. Медиа какие-то вещи, документы, связь, новости там, и так далее, и так далее. То есть все это здесь активно представлено, все это можно здесь посмотреть. Дальше. Это сайт Рособорнадзора, да, вот то, что самое страшное, с чего мы начинаем наш день. Вот как раз с мониторинга всех документов. И каждый день, как я вам говорил, здесь есть раздел, вот, допустим, документы. И вот тут, значит, все, что за день появилось. То есть появляется сейчас просто завидным постоянством куча документов. И в том числе документы о лишении там вузов аккредитации, и там что-то еще, и так далее. Вот, допустим, здесь это есть. И куча других разделов, которые тоже могут быть интересны. И по лицензированию, по аккредитации, там, и так далее, и так далее. Теперь, сайт государственных образовательных стандартов. Вот тоже здесь все есть. И, значит, самое интересное, что вот здесь вот красным внизу обозначены как раз вот эти вот, это уже стандарты свежего поколения. Да? То есть здесь у нас есть ГОС стандарты, федеральные государственные стандарты, это сейчас как бы новое название, вот 3+, то, что было, 3 вернее, было. Старого поколения есть все стандарты, то есть всегда можно легко очень найти, запросить, и все это придет. Есть, значит, сайт стандартов как раз в ГОСе 3+, то, что я говорил, совсем свежий, да, который вот сейчас еще не по всем материалам они обозначены.
Но тут тоже можно по любому направлению. Видите, сейчас появились укрупненные группы специальностей, как я говорил. И вот пошло, здесь можно полистать, легко найти свою специальность, кликнуть и тут же получить и стандарт, и комментарий к нему, и примерный учебный план даже. Допустим, по данному направлению. Все как бы тут все собрано воедино. Вот, дальше. Теперь вот эти сайты уже следующие, которые я показываю, вот этот еще Рособорнадзоровский, мониторинг общественного мнения Рособорнадзора. Значит, здесь то же самое, отзывы общества о том, что делает на все мероприятия Рособорнадзора. Они собраны, здесь можно зайти, в онлайне прямо вопросы любые задать и так далее. Они достаточно быстро отвечают на эти вопросы. Это достаточно удобная система. Вот. А вот теперь я открываю вам сайты, которые связаны с альтернативными мониторингами различных общественных организаций и то есть таких вот, ну скажем, граждане самообъединились и то же самое мониторят, допустим, отдельные какие-то программы и так далее. Но у нас это активно, это очень уже на сегодняшний день увлекает огромная масса населения, и поэтому это тоже то, что может быть интересно. Потому что вот это, вот, например, сам портал «Студенты России». И видите, у них тоже и общественный контроль, они здесь вузы анализируют, высказывают свои мнения, что им нравится, что не нравится, что в вузах происходит, и так далее, и так далее. Ну, любопытно. Я думаю, что это... Да, любой желающий может комментировать. Его нет, его не... Потому что я когда-то ГУ открывала, там даже магнум. Да, значит, там есть модераторы свои, но это уже государство сюда не лезет. Это уже все студенческий совет, то есть который как бы все это контролирует и смотрит. Да. Но любой желающий может комментировать. Любой желающий может комментировать. Да, есть форумы. Да. Это получается студенческий совет университета. Совет университета. Как раз вот студенты, то, что они думают и то, что они делают. Затем дальше. Значит, портал общественных инспекторов в сфере образования и науки. Ну вот здесь тоже можно посмотреть состав вот самоорганизованной какой-то группы людей, значит, которые вот тоже так называемые общественные инспектора, которые тоже мониторят деятельность учебных заведений. Это уже представители общественности, которые это делают. Дальше. Сайт Обернадзор, но уже это не Рособернадзор, а просто Обернадзор. Так? Это тоже не имеющий отношения к Министерству образования как бы сайт. Значит, тут тоже можно почитать, кто в него входит, и видите, мы уже видим, какие здесь материалы рассматриваются. Реестр сомнительных госзакупок, а сейчас же это все очень легко анализируется, да? То есть совершенно спокойно люди выходят, значит, потому что все это идет через официальные сайты, и начинают спрашивать, а почему были куплены вот эти вот компьютеры, их цена такая-то на рынке, а их купили в 2 раза больше для МГУ, например. Там, для чего. И вот это вот, значит, все здесь описывается, какие-то вот вещи, которые связаны, допустим, с недовольством или, наоборот, с удовлетворенностью общественностью, деятельностью, соответственно, реформ в области образования. Ну вот, допустим, это вот на этом сайте, скажем, план проверок Рособорнадзора на 2015 год, например, опубликован. Да, все, кого должны проверять. Вот плановые все проверки. Тоже там можно, допустим, посмотреть. Вот этот вот сейчас вызвал очень много шума документ. Опубликовали рейтинг заработков всех ректоров вузов российских. Кто сколько зарабатывает. И расставлено по градации. Ну, вот вы видите, например, на первом месте у нас ректор калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарно-экономического института, который заработала за год 109 миллионов рублей. Вот, допустим, и дальше там поубывающие. Но это тоже деятельность, да, которая, значит, соответственно, тоже мониторится и так далее, и так далее. Это отдельный сайт, так уже, видите, называется Рособердозор, вот, который тоже, значит, связан вот с мониторингом того, что происходит на рынках образования. Вот. Поэтому, видите, общество очень активно участвует в том, что связано с образованием. Очень активно. Да. А есть неэлектронные какие-то версии? Не электронные? Да. Ну, вы имеете в виду печатные? Не знаю. Ну, может быть, печатные. Но вы знаете, сейчас потому что все варианты, которые вы сейчас перечислили, они все электронные и связаны с интернет-аудиторией. Да, но дело в том, что вы знаете, сейчас последние показатели, они уже такие у нас, что в прессе гигантское падение тиражей, никто ее не берет, не читает практически. Вот я просто смотрю, наблюдаю у нас, например, в институте, очень много работает пенсионеров, и так они все освоили уже компьютер, вот буквально за эти дни. Они как раз сейчас самые активные пользователи. Они тоже день открывают с того, что садятся за интернет и там что-то читают, особенно вот эти вот все социальные сети активно используют. Поэтому
уже нет необходимости печатать это где-то в других источниках, потому что интернет практически у всех. Телевизоры сейчас все тоже интернетизированы, они все к интернету уже подключены, последней версии, люди и там могут смотреть, и на планшетах, поэтому нет смысла просто. Просто, видите, проникновение интернета в России и в Украине. Да, но это, вы мне поверьте, это вот маленький шажок. Это маленький шажок, еще вот чуть-чуть время пройдет, то же самое все будет. Даже не сомневайтесь. Вот, значит, ну вот, это мы посмотрели с вами. Вот смотрите, как устроен, например, раздел отдельный сайта, вот этот общественный мониторинг сайта Рособорнадзора. Здесь, например, сразу идет анкета для оценки среднего общего образования. Или, допустим, здесь вот вы выбираете кнопочку и выбираете, какой вам интересует уровень образования, высшего или какого-то иного. И дальше идут вопросы, которые, значит, человек может заполнить любой. Что вас устраивает, что не устраивает. То есть простейшая отработанная анкета. Вот, и она достаточно как бы большая, видите, вот это все продолжающийся вопрос. Вот, обеспеченность общеобразовательной организации, ну так как там выбрано общеобразовательное, спортивным оборудованием, удовлетворительно, недовлетворительно. Уровень там такой, такой, такой. И поэтому процесс сбора информации максимально простой. Люди заходят, кликают, и, значит, соответственно, вся эта информация собирается. Вот, поэтому такие вещи тоже можно сделать, например, для ускорения реакции граждан. Вот, видите, вот здесь вот можно выбрать анкеты для оценки дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего, там, высшего, бакалавриат, специалитет. То есть выбирается уровень, и, соответственно, своя формируется анкета для просмотра, для того, чтобы, как бы, что-то такое мониторить эту деятельность. Вот. Теперь, ну, конечно же, нужно думать, если это общественный совет, конечно, должна быть страничка своя в социальных сетях. Без этого тоже нельзя, это сегодня как бы, ну, уже все там в этих сетях гниют и ночуют. Поэтому, вот, например, скажем, Рособорнадзор свою страничку, вот я просто здесь открыл, в Фейсбуке, например, тоже имеет, и все общественные советы тоже имеют. Значит, в Твиттере, ну, хотя бы 3 социальные сети, да, то есть, скажем, Facebook, Twitter и, допустим, там уже, ну, в России ВКонтакте очень распространен, допустим, ну, надо иметь, для того, чтобы, как бы, иметь постоянный доступ общения с обществом и так далее, потому что мы знаем, что наша аудитория там очень активно тоже представлена. А у вас вообще есть какие-то странички у совета? Ничего не делали еще, да? То есть надо это же отдельно сделать, да? Ну да, это значит тоже как бы... Ну, это планировано в министерском сайте. Нет, но это же, Андрей Владимирович, это же отличается от министерства сайта, это же что-то другое? Нет, вот это то, что я 3 показывал, это прям непосредственно министерский сайт, который уже сидит во всех этих сетях. Нет, мы говорим, вот Твиттер, это у совета же свой должен быть. Конечно. Да, у тех страничек я просто не имел времени вчера, чтобы их сейчас искать и вам здесь выдвигать. Но у них у всех версии обязательно есть в социальных сетях. То есть сегодня практически вот каждое общественное объединение, которое создается, оно сразу автоматически страничку в социальных сетях создает. Просто мне кажется, что нам надо специально сделать отдельную работу, то есть имеется советы, вот именно поработать с социальными сетями, то есть, чтобы не ждать, пока министерство выделит им какое-то пространство. Нет, оно уже есть у нас. А у вас социальное пространство? Вот. Значит, дальше. Но я сейчас только, как вы понимаете, намечаю, да, вот эти вот вещи, которые можно сделать. Теперь посмотрите. Адресная персональная рассылка. Что я здесь себе веду? Новый мэр в Москве, который пришел, да, Собянин. Ну, его кто-то любит, кто-то не любит. Недовольных очень много, я вам скажу, так, потому что там системы медицины, там, что он объединил многие учебные заведения, недовольных много. Но что он делает здорово? Он создал целый ряд проектов в интернете, опять-таки, таких, как, например, активный горожанин. Каждому человеку, каждому москвичу, он, значит, ну, тех, кто зарегистрировался там на этом портале, он присылает регулярно персональное письмо. Причем оно совершенно персонализировано, я вам сейчас покажу. Где он обращается по какому-то вопросу, что делать в городе. Надо ли это делать или не надо это делать. Посмотрите, как это выглядит. Вот, например, вот это мне письмо. Так, уважаемый Андрей Владимирович, последние годы мы затеяли там то-то, то-то, то-то. Вот, значит, там сегодня наша там... Для начала прошу вас ответить, какие темы следует обсудить в ближайшее время. С уважением, Сергей Собянин. И дальше заполните анкету. Так? Вот такое обращение я не видел ни одного человека среди своих друзей, знакомых, самых разных возрастов, кто бы проигнорировал, допустим, такое послание. Некоторые не отвечали, но ощущение, что к ним обращается, например, так персонифицированно,
допустим, руководитель города и так далее, это очень многих стимулировало к тому, чтобы все-таки изменить отношение свое и так далее, и так далее. Извините, а это Да. он? Это фотография он? Да, это он на велосипеде. Вот, значит, поэтому это тоже вид вот такое персональное где-то обращение, какое-то. А здесь вот нужно вводить такие вот изменения в стандарте или не нужно? Нужно ли нам это сделать и так далее? Ну вот пойдет уже какая-то связь с обществом. Дальше. Ну и, конечно же, надо все сделать для того, чтобы пошли государственные услуги. Потому что вот об этом и Биргит говорила, как это реализовано в Германии. Вот, и я вам расскажу, как это организовано в России. Вот посмотрите, я вам хотел показать. Вот на сегодняшний день есть у нас такая вот карточка. Она с января месяца будет уже у всех граждан России, сейчас по заявлению. Так? Вот она называется универсальная электронная карта. Вот. Значит, ну вот она так выглядит. Сейчас вам покажу. Просто он сейчас изменился. Вот, универсальная электронная карта. Значит, это практически все документы вместе в одной карте. Все полисы, страховые, медицинские и так далее, все здесь, в одном документе. И он же, это же банковская карта тоже. Поэтому здесь есть связь со Сбербанком и так далее, со счетом. И по ней же я прохожу в метро, в транспорт и так далее. То есть все в одной карте. И чем она удобна? То, что разработан портал, вот это вот электронное открытое общество, так называемый портал госуслуги.ру. Вот я когда в них захожу, ну вот смотрите, я здесь сейчас вам даже в интернете покажу, я уже подготовил этот вот портал государственных услуг. Смотрите, здесь вот есть страничка «Вход». Вот если я ее нажимаю, значит, соответственно, есть необходимость, чтобы я как бы ввел свои пароли, логины, или там есть специальные считывающие эти карты, штука такая. И что же я там могу получить? Значит, вы видите, вот здесь вот открывается полный перечень всех абсолютно министерств и ведомств. И мне уже не нужно, допустим, если я куда-то хочу пойти, мне не нужно уже ходить туда. Я кликаю министерство определенное, записываюсь в очередь, сразу получаю талончик, выбираю время удобное и прихожу туда уже, когда мне нужно что-то сделать. Так я заменил паспорт, права водительские, потом международные права водительские и так далее, никуда не ходя. Только в последний момент зарегистрируешься и потом придя. И вот здесь же есть раздел Министерства образования. Да? И здесь то же самое. Очень легко получать, допустим, какие-то вещи. Вот хотите вы, например, пожаловаться или что-то такое сделать? Вы зашли сюда, потому что вы идентифицированы как конкретный человек, конкретный гражданин. Вы зашли на этот сайт и тут же все написали. Значит, что вы думаете, например, об этом, о том и так далее, и так далее. Очень легкий процесс сбора этой информации. Значит, соответственно, вы можете записаться в школу, своего ребенка записать, в детский садик. Никуда не стоять, а прям тут. Это касается, кстати говоря, и мигрантов, которые приезжают, потому что у них тоже есть определенный механизм, когда они могут воспользоваться этими государственными услугами и тоже не стоять в очереди. Вот. И я вам скажу, что работает это здорово. И самое главное, вот когда вот это все собирается вместе, коррупция, как правило, тоже уходит. Я вам расскажу. Вот в свое время, когда я пришел в институт к нам работать, это было 15 лет назад, у нас была такая система, то есть кто только там чем не занимался. Кто там дипломы, один человек выписывал, другой там еще что-то выдавал и так далее, и так далее. Первое, что я начал делать базу данных всех студентов, какие они есть, все вносить, какие предметы они сдали и так далее, и так далее, и так далее. И вот, значит, соответственно, некоторые люди очень заволновались, потому что, значит, там как бы была путаница, было болото, непонятно что и так далее. И вот когда я только эту базу замкнул, последнего студента ввел, там стало все сразу ясно. Кому выдали законные документы, кому незаконно, что прошло, что не прошло и так далее. И вот здесь то же самое. Когда это открытое правительство начинает работать, когда все сходится воедино, уходит вот эта возможность, допустим, где-то что-то такое вот зажать, спрятать, куда-то деньги какие-то там распилить. Все усложняется во много раз. Поэтому нужно, конечно, постараться, чтобы вот эти вот услуги, я так понимаю, что, наверное, разработка их ведется уже, наверное, давно. Вот, значит, нужно что-то тоже поспособствовать, чтобы это прошло максимально скоро в Кыргызстане. Вот, тем более, что я считаю, что общество кыргызское чрезвычайно, ну, скажем так, чувствительно к коррупции. Вот, это, то есть, несравнимо с другими, например, государствами Центральной Азии. И поэтому это надо довести до конца. Это очень-очень серьезный, хороший механизм, который позволит видеть многие вещи. Вот действительно появится транспарентность и прозрачность. Вот я хотел на этом как бы свое выступление завершить.
Спасибо большое.